Ведийский храм– памятник архитектуры Абхазии, возведенный в конце X века. Объект нуждается в восстановлении. Во время Отечественной войны народы Абхазии объект бомбили. Благотворительный фонд спасения Ведийского храма занимается его восстановлением понемногу при помощи бизнесменов, меценатов, благотворителей. Пытаются понемногу восстановить этот объект. Руководитель Белла Аршба расскажет, на каком этапе сейчас работы, что планируется в ближайшее время сделать. Сейчас начнутся работы по восстановлению Ведийского храма. Очередной этап работ. Расскажите сейчас, что будет происходить и за счет каких средств это будет? Вы знаете, во-первых, добрый день. Очень приятно вас слушать. И мы бы хотели немножечко вкратце рассказать о том, что фонд, слава богу, учредитель Отар Йонович Аршба, депутат Госдумы, сделал новогодний подарок, перечислил энную сумму, и мы, естественно, будем тратить все на Ведийский храм. Там, значит, мы, как вы знаете, написали уже реставрационные книги по поводу этого. И вот мы аккуратненько до этого кровлю сделали благодаря АНКВАП Александра Золотинсковича. Сейчас он будет купол делать. После этого Хибла, Герзма прислала нам тоже энную сумму. И, в общем, у нас благодаря вот этих наших доброжелателей, неравнодушных людей, мы занимаемся, продолжаем, и это радует, честно говоря. Вы знаете, фонд наш работает с 2004 года, и пошагово, хотя чуть-чуть медленно, но вы сами понимаете, это не так просто делать и восстанавливать такое, как говорится, наследие историческое. Примерно 150 миллионов на реставрацию нужно было. Эту сумму озвучивали вы. Сейчас да, было такое, да. Но сейчас у нас, естественно, таких денег нет. Мы стараемся пошагово вот так. Вот сделали кровлю, я же говорю, вот благодаря, значит, АНКВАП Александра Золотинсковича. А все остальное там делалось через финансирование Отара Йоновича. Дай бог ему здоровья. На самом деле он подключился благодаря него с самого начала мы создали фонд для того, чтобы спасти это здание, все сооружения, которые есть вокруг. Вот то, что мы и делаем. 150 миллионов озвучивали, тогда было, каждый раз растет, как говорится, финансирование, поэтому мы не знаем, поэтому мы будем в этом году заниматься госэкспертизой той суммы, которую мы получили сейчас, имеем на счету. А что вы сможете вот на эту сумму сделать? Что успеете сделать? На эту сумму попечительский совет собрался и решил выпустить книгу, возможно, сделать госэкспертизу над всеми книгами, которые мы взяли, это план реставрации, там 13 томов, и поставить окна. Это тоже не совсем маленькая сумма, поэтому мы очень довольны, что вот это перечислили нам Хибла Виварсовна и Отар Йонович Аршба. Как-то подключить еще, может быть, бизнесменов. Восточная Абхазия сейчас развивается, и благодаря Хибле Герзмава Ведийский храм тоже таким культурным центром даже становится. Может быть, есть смысл подключить? Да, мы думаем над этим. Это, конечно, безусловно, очень важно, чтобы мы на самом деле смогли до логического завершения довести. Я думаю, что, в общем-то, поняв, что вот так люди стараются помогать, мы еще очень много положительного имели от Дюмбера Леонтьевича Ткебучава. Сейчас он тоже, наверное, не понаслышке будет знать, что вот так
нам опять оказывают помощь благотворительную. Я думаю, многие еще подключатся, надеюсь, во всяком случае, на это. А сколько уже истрачено средств частично на реставрационные работы? Ну, вообще, честно говоря, это с самого первого дня около 23 миллионов. Там дороги и так далее мы уже потратили на книги одни только. 13 томов, и все как-то по миллиону даже стоят. И мы это выплатили мастерским, научным реставрационным мастерским в Воронеже. Города Воронежа есть такой Косыгин, там он занимался этим. Расскажите немного про эти книги нашим слушателям. В чем их ценность? Ну, эти книги, вы знаете, это фактически научно-проектная документация. Там, естественно, указаны все, как подойти к этому храму. Просто тоже не подойдешь, там не начнешь ремонт. Мы очень много сделали по противоаварийным работам. Вы знаете, этот храм бомбили во время войны. И после этого там северная стена была совершенно в плачевном состоянии. Мы постарались сделать это. Была холдинговая компания «Скол». Все эти противоаварийные работы сделаны. И, естественно, надо обязательно пошагово все это делать. По реставрации так просто не подойдешь. Мы сейчас это однозальное здание, что присутствует сам храм, мы на это уже имеем, как говорится, все по проекту, и будем кровля, окна и так далее делать, как появится возможность. И этим самым мы до логического завершения, я думаю, при нашей жизни закончим. Спасибо вам за информацию. Будем ждать дальнейших этапов реставрации. Будем надеяться, что откликнутся и бизнес, и найдутся средства на восстановление этого важного объекта. Это богоугодное дело, и я думаю, все отнесутся с уважением и с пониманием. Будем ждать лучших, как говорится, времен. Благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Напомню нашим слушателям, это была Белла Аршба, руководитель благотворительного фонда спасения Бедийского храма. Она рассказала о том, как идет восстановление Бедийского храма, на каком этапе сейчас работы.